Все чаще пользователи интернета становятся жертвами мошенников. И особенно страдают в этом плане люди пожилого возраста. Кроме того, распространены в сети фейки и буллинг. Как не попасться на эту удочку? И учат ли этому в нашем регионе интернет-пользователей? Да, мы постоянно проводим, и не только мы проводим разъяснительную работу со всеми гражданами, с гражданами старшего возраста, с молодыми нашими гражданами. Мы выходим в школы с уроками цифры, где рассказываем о том, какие опасности детей подстерегают в интернете. На выставке «Достояние Севера-2022», о которой я говорил, проводилась мастер-класс по онлайн-безопасности. Специалисты по информационной безопасности Центра информационных технологий рассказывали о том, как уберечь себя от мошенничества. Ведь на самом деле безопасность в интернете на сегодняшний день делится на три больших составляющих. Это собственная безопасность в интернете, когда вы должны соблюдать так называемую цифровую гигиену, то есть менять пароли, не устанавливать для разных доступов разные пароли, не дублировать их, менять их с периодичностью раз в месяц, раз в полтора месяца в обязательном порядке. Смотреть на те сайты, куда вы заходите, потому что очень часто встречаются фейковые сайты и фишинговые сайты, да, мы все об этом знаем. Когда в названии сайта, условно говоря, буква О заменяется на цифру 0, сайт выглядит с обычной точки зрения как обычный сайт, но тем не менее это сайт мошенников, где вас просят ввести какую-то информацию, персональные данные, данные банковской карты. Вы вводите эту информацию и остаетесь без денег. С коллегами из Министерства внутренних дел мы постоянно тоже проводим разъяснительную работу, связанную с интернет-мошенничеством, когда вам поступают звонки, предложения с просьбами перевести деньги непонятно на что, с просьбами совершить какую-то покупку, которая, наверное, вам здесь и сейчас не нужна, но за нее просят 1 рубль. И даже если это вам не нужно, здесь вы начинаете думать, а может действительно стоит это купить. Это механизм, да, механизм мошенников здесь очень прост. Вы вводите данные своей банковской карты при оплате данной покупки на этом сайте, они попадают в руки мошенников. В результате они получают доступ к вашим системам, к вашим аккаунтам, к вашему банковскому счету, и вы можете просто-напросто остаться без денег. И на сегодняшний день это достаточно распространенный вид мошенничества. Еще один распространенный вид мошенничества, который стал развиваться в последнее время, это звонки от имени сотрудников органов внутренних дел, сотрудников банков, Центрального банка, когда говорят, что с вашей банковской картой кто-то пытается снять деньги, либо кто-то от вашего имени с доверенностью пришел в банк и пытается получить денежные средства, просят от вас какие-то данные, вы называете эти данные, даже не задумываясь о том, с кем вы разговариваете, и, соответственно, точно так же остаетесь без денег. Больше того, на сегодняшний день вам направляют даже документы от имени, удостоверяющие личность этих якобы сотрудников, которые обычный человек, наверное, и не отличит от действительного документа. Уважаемые жители, здесь еще раз обращаю ваше внимание, что никакой документ, не предъявленный вам вживую здесь и сейчас, не подтверждает, что с вами разговаривает действительно сотрудник, как бы он ни представлялся. Таких случаев достаточно много, и коллеги из МВД постоянно тоже об этом говорят на всех площадках. Попадаются люди разных возрастов, люди старшего возраста, люди нашего, Ольга, с вами возраста тоже, к сожалению, попадаются на эти уловки, когда вам предлагают, условно говоря, бесплатную пиццу привезти домой. Вы говорите, да, привозите, вводите какие-то данные и тоже можете остаться, пусть там без какой-то незначительной, но суммы денег. Но самое в этом главное, вы даете доступ к информации о себе. Поэтому
первая и настоятельная рекомендация — всегда перепроверяйте, с кем вы общаетесь. Если вам пришла просьба от знакомого, и вы сомневаетесь, что это действительно он, не надо писать. Возьмите телефон и позвоните. Это лучший способ проверить, действительно ли вы общаетесь с тем человеком, от имени которого получаете сообщение. Ну вот на данный вопрос, наверное, как-то можно Наверное, так. если просят какие-то данные, карты, паспорта, еще какие-то данные, нужно сразу заподозрить, что это может быть мошенник, так? Я думаю, что прежде чем что-то куда-то отправить, надо убедиться в том, с кем вы разговариваете. Один из тоже достаточно популярных видов мошенничества, который обрел жизнь, так скажем, вот сейчас во время пандемии, когда вы на каком-то популярном онлайн-сервисе покупок выставляете на продажу какую-то вещь, вам поступает сообщение в мессенджер, что я готов у вас ее купить, вот увидел ваше объявление, пожалуйста, я нахожусь в другом регионе, не могу сейчас приехать к вам, пожалуйста, вот через компанию доставки передайте туда данную вещь, я ее заберу. Но для того, чтобы оплатить услуги компании доставки, пожалуйста, введите данные банковской карты. То есть все-таки опять просят данные. Да, это сразу в любом случае, как только вас начинают просить какие-то данные, настоятельная здесь рекомендация специалистов, разговор либо общение прервать. Если действительно так, с вами свяжутся. Человек, который не задумал совершить в отношении вас какое-то мошенническое действие, в любом случае свяжется с вами повторно. Если это действительно мошенническое действие, то все, связь потеряется, вы останетесь, что называется, при своих. Ну и еще здесь, это вторая составляющая, о которой я говорил, и третья составляющая в части безопасности, это все-таки информация, достоверность той информации, которую мы все с вами получаем. На сегодняшний день источников информации очень много. Я не буду говорить, какой информации можно верить абсолютно, какой не нужно верить, но общее правило проверки информации, если информация подтверждена в 2, в 3 даже и более источниках, значит, наверное, она является достоверной. Если этого не происходит, значит, этой информации верить нельзя. Ну, совсем недавний пример, о котором мы все с вами знаем, когда в отношении Великобритании сначала в 5 часов появилось сообщение, потом оно было опровергнуто, и только к 9 вечера появилась вот эта траурная новость о кончине главы королевы Великобритании, которую уже подтвердили, в общем-то, все официальные лица. То есть есть и источники, да, которым мы всегда верим и знаем, что это правдивая информация. В любом случае есть источники официальные. На сегодняшний день со стороны Российской Федерации реализуется, условно можно сказать, проект «Государство на связи». Если вы знаете, то с 1 декабря текущего года на основании уже вступившего в силу федерального закона все органы государственной власти будут обязаны иметь и вести в социальных сетях свои аккаунты. Это социальные сети ВКонтакте и социальные сети Одноклассники. Информация, размещаемая в этих социальных сетях, да, от имени государственного органа, она будет достоверной.